Ну а сейчас давайте я предлагаю познакомиться с мастерицами из Алекминского улуса. Яркое зрелище предстало перед глазами тех, кто побывал на выставке мастериц в селе Кячи. Каждая работа индивидуальна. Свой стиль, манера исполнения. Собравшись вместе, мастерицы обсуждали будущие перспективы. С каждым годом количество участников увеличивается. Кстати, это была не просто выставка. Здесь же отбирали работы на большой конкурс. Выставка посвящена этноаксессуарам. Почему? Потому что вот по республике проводится международный фестиваль-конкурс «Солнечный олень». И там вот мы хотим тоже, чтобы наши мастерицы приняли участие. Для этого мы и организовали вот такую выставку, чтобы отбор. Первый отборочный тур они проходят. И вот, считаем, мы пригласили для этого экспертов наших, народных мастеров, Венеру Власевну и Яну Робертовну. Вот они прошлись, высказали свои мнения. Жюри очень внимательно отсматривали работы. В таком конкурсе должны быть лучшие, чтобы достойно представить свой район. По словам организаторов, несмотря на еще не устоявшуюся дорогу, участников набралось много, а это говорит о возросшем интересе к творческому процессу. В последнее время все большей популярностью пользуются мастер-классы, которые дают опытные мастерицы. Так все шире распространяются как новые техники исполнения, так и те, которыми занимались наши бабушки, и которые долгое время были незаслуженно забыты. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Все мы прекрасно знаем и любим нашу славную якутскую фирму «Саха-Булт». Эта компания занимается многопрофильным производством и является единственной на Дальнем Востоке, у которой есть свой кожевенно-меховой цех, химическая лаборатория и очистные сооружения. И я рада представить вам Аксинью Шишигину, первого заместителя генерального директора этого предприятия. Аксинья, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, чем занимается предприятие «Саха-Булт» сегодня? Ну, сейчас у нас самый сезон продаж. Мы сейчас продаем унты, меховые шапки, меховые аксессуары, это варежки, муфты, шарфики, ну и еще много чего другого, сапоги зимние. Но мы сейчас вот это уже продаем, а то, что мы планируем на весну. Мы сейчас запускаем новые линейки и думаем и работаем над разработками демисезонной мужской и женской обуви и кожгалантереи. Хотела пришла в тех самых сапогах. Это вот демисезонные сапоги, да, у вас? Да, это Покажите. наши наметки на весну. Мы их сделаем, естественно, не только в черном цвете, но и в самых разных оттенков, да? Да, в самых разных ярких цветах. У нас есть еще сейчас в разработке и ботинки, и полусапожки, и ботфорты, классические сапоги. И вот такие вот сумочки, да? Да, сумки тоже самых разных размеров мы сейчас и размеров, и цветов, и материалов. Да. Вот это вот, кстати, вот замша, да? Да. Это кожаные вставочки. Да. Вот эти вот изделия все, они уже поступили в продажу или только ожидаются? Вот это то, что мы к весне ожидаем. А то, что сейчас у нас самое продаваемое, это, конечно... На зиму, да? Да, на зиму это у нас унты и сапоги. Ага. Я хотела бы еще немножко рассказать о них, только я не знаю, у нас хватит времени на это или нету. Начнем, давайте. Ага. Мы очень... у нас задача предприятия в чем вообще состоит? Одна из задач, самых основных, это здоровье и сбережение. То есть сейчас, конечно, много продукции, которые делают и китайцы, и, хорошо, если там турки и так далее. Но они живут в других климатических условиях. Они не знают, да, всех нюансов? Да, они сидят, шьют сапоги или шубы там, и они не знают, как здесь бывает холодно. То есть по-настоящему теплую вещь, которая предназначена для якутских холодов, могут шить предприниматели, которые живут в Якутии. Мы поддерживаем предпринимателей, мы очень радуемся, когда с нами заходят в партнерство предприниматели, чтобы создавать какую-то совместную продукцию. Когда у нас планируется провести фестиваль унтов, мы проводили в прошлом году, первыми откликнулось предприятие по производству унтов «Династия», чему мы очень благодарны. И в этом году тоже планируем сделать фестиваль унтов, собрать всех производителей. То есть мы заботимся о наших покупателях и о наших жителях
И хотим, чтобы у нас развивалось вот именно местное производство товаров, которые нужны нам, якутянам, с нашими зимами. Ай. Скажите, пожалуйста, вот кроме династии, с кем вы еще работаете? Кто ваши партнеры? У нас было очень много небольших производителей, участвовали. И в этом году мы еще, конечно же, позвали на фестиваль и Сардану, и Морозко, и Метелицу. Ну, как бы посмотрим, насколько соберемся все вместе. И... Еще я слышала, Аксинья, что у вас недавно произошло расширение торгово-выставочного зала. Да? Расскажите, вот где это произошло, куда можно будет это подойти? по адресу 50 лет Советской армии, дом 3. У нас торгово-выставочный центр мы открыли 3 года назад. Мы сейчас его расширили, добавили торговые площади и выставили там наших партнеров, про которых также говорила. Там есть и Марал, и Лачан, и ведущие резчики по бивню, например, Мамонтов Константин Меркурьевич. Там есть еще изделия учебных заведений. Вот это вот изделие Якутского художественного, студента Якутского художественного училища. То есть можно приобрести все, да, наверное, товары, которые производят у нас именно, да? Да, в Якутии. там много кузнецов, там продукция Табапан. И, ну, как бы, очень огромный. да, и мы постоянно привозим меха, продаем нашу кожу, продаем меха, еще принимаем на выделку меха. Если у кого-то есть свои меха, они хотят сами себе пошить, мы их, конечно, с удовольствием выделаем. Очень много сдают люди. Какие хорошие новости. Расскажите, Аксинья, о ваших планах. Вот что вы еще планируете, кроме вот организовать фестиваль унтов? Кстати, очень хорошая идея. Когда будет фестиваль? С 30 ноября по 2 декабря в Триумфе. Ага, то есть все те, кто производит унты, Да. могут принять участие, да, в этом фестивале. Соответственно, и мы, простые горожане, можем там В одном приобрести, месте да? выбрать, потому что все равно у всех колодки разные, то есть как бы унты от этого производителя могут не подойти, потому что у него колодка там уже. Зато у другого колодка шире, к нему подойдет уже другой покупатель. То есть как бы удобно мерить и выбрать свои идеальные унты, которые сидят прям идеально. Идеальные унты, да. Да. Скажите, Аксинья, а расскажите о ваших дизайнерах. Кто вот придумывает модели, вот тех же сапожек, сумочки? Унты тоже бывают совершенно разными. Да, Вот как это происходит? унты процесс? это вообще полностью ручная работа получается. Там подобрать камус, уже по цвету он уже будет разный. Беля шьются вручную, они тоже все получаются разные. И одинаковых унтов найти достаточно сложно, если честно. Несмотря на то, что мы делаем это в промышленных масштабах. Все равно все будет разное, одинаковых унтов у нас нет. Да. Огромное спасибо, Аксинья, за интересную, за позитивную информацию, за такие прекрасные новости. Нужно действительно приобретать у вас изделия, утепляться на зиму. Дорогие друзья,